Угроза поджога. Ут сыгару куркынысы. В 2 уфимских кинотеатрах не покажут фильм «Матильда» из-за угрозы поджога. Үфүнүн 2 кинотеатрында ут түртүү куркынысы аркасында Матильда фильмин көрсөтмөйсөктөр. В 2 уфимских кинотеатрах не покажут фильм «Матильда» из-за угрозы поджога. Үфүнүн 2 кинотеатрында ут түртүү куркынысы аркасында Матильда фильмин көрсөтмөйсөктөр. Эхо Москвы в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте! Доброе утро. Пусть будет добрым ваш день. В студии Максим Курников, Лилия Клюковская, за пультом вместе с нами Никита Поленин. Я напомню номер для СМС +7 927 304 10 51. Любимый мой номер 51. Статья Конституции. 51 навсегда ее запоминаю и всем рекомендую. Сегодня в Уфимском обзоре мы обсудим дела интересные, уголовные, суд над Александром Филипповым, обсудим интересные моменты и развитие событий вокруг взрыва автомобиля на прошлом месяце на улице Армавирской. Обязательно у нас сегодня будет голосование со слушателями, будут подарки, будут интересные истории, и обязательно мы прочтем ваши сообщения. Да, сообщения, пожалуйста, присылайте. Вдруг какие-то темы мы упустили, вдруг вам кажется, мы о чем-то важном не говорим. И, соответственно, вы напишите, а мы отреагируем. +7 927 304 10 51. Вчера наш слушатель Алексей, например, прям вот параллельно с нами практически вел эфир. Он прям присылал тему, говорит, а что вы на эту тему голосования делаете? А мы как раз в это время объявляли голосование на эту тему. Мы уже, видите, как с вами синхронизировались. Сегодня не будет отрывка из программы «Персонально ваш», потому что вчера я был в гостях у Ильи Жарницкого, и, как-то, наверное, было бы слишком много меня, если бы сегодня мы еще отрывок включили. А, кстати, сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет Азамат Галин, эфир с которым всегда очень интересный, человек, который всех знает, всех помнит, кто что делал, помнит. Действительно помнит. И иногда в эфирах потом рассказывает. Азамат однажды меня очень удивил тем, что нашел в своих архивах фотографии моей 20-летней давности, которой у меня нет. Да. Поэтому Азамат, конечно, чудо-архивный человек. В общем, всем рекомендуем. Если вы никогда не слышали программу «Персонально ваш» с Галиным, то обязательно послушайте сегодня. Вам, скорее всего, понравится. Я уж не могу быть уверенным, в каком настроении он придет сегодня, но тем не менее. У нас сегодня будет пресса, но прежде чем мы перейдем к прессе, я скажу, что у нас есть несколько журналов «Дилетант», которые мы с удовольствием разыграем. Вот я, например, взял «Дилетант» с Николаем II. Если нас смотрят фанаты Николая II, которые там против фильма «Матильда», или наоборот, фанаты Николая II, которые за фильм «Матильда», можете выиграть такой номер. Там есть еще за Сталина, те, кто любит Сталина, тоже могут выиграть, или те, кто не любит, тоже, соответственно. У нас есть вопрос для вас, очень простой, на самом деле. Вам может показаться, простой, что он сложный, на самом деле он очень простой. И когда вы узнаете потом ответ, вы убедитесь, насколько он был простой. Но, внимание, вопрос. Я прочитаю цитату известного человека, точнее 2 цитаты, чтобы вы не думали, что совершенно уж сложный вопрос. Давайте сначала одну, а потом, если будет мало ответов, дадим вторую. Договорились. Вот ту, которая про власти. Да? Ту, которая... Жалко людей, которые оказались заложниками бездарных политиков, которых они не выбирали.
Еще раз, вам нужно отгадать, чья это цитата. Кто это сказал, да? Ответы присылайте на номер +7 927 304 1051. Не забывайте подписываться, и мы вам, соответственно, подарим журнал «Дилетант». Ну, после эфира позвоним вам и скажем, как его забрать. +7 927 304 1051. Еще раз цитату. «Жалко людей, которые оказались заложниками бездарных политиков, которых они не выбирали». Ох, какая хорошая цитата, честно говоря. Кто этот смелый человек, который говорит такие вещи? Пожалуйста, отвечайте. +7 927 304 1051. Ну, я предлагаю перейти к прессе. Пресса с доставкой на дом. Я начну с уфимского «Меридиана». Дело в том, что здесь вот на второй полосе есть материал под названием «Миловский парк подставил госпрограмму». Кто кого подставил еще, да? Но, тем не менее, около 400 обманутых дольщиков жилого комплекса участвовали на прошлой неделе в митинге в Затоне. Среди них участники федеральной программы «Жилье для российской семьи». ЖК «Миловский парк» строил Килстройинвест на землях, арендованных у Фонда содействия развитию жилищного строительства РФ. Из 14 кварталов на сегодня сданы только 2. Ну, в общем, ситуацию, я думаю, многие слушатели уже знают. Она неоднократно разбиралась. Ну, так вот, по словам дольщиков, ими были неоднократно инициированы проверки. Сначала Госстрой выявил нарушение, но с актом проверки разрешили только ознакомиться. Жители рассказывают, что на собраниях в администрации Уфимского района, работавший тогда заместителем главы по инвестициям и градостроительной деятельности Артем Ковшов, который недавно назначен заместителем руководителя Госкомстроя РБ, убеждал, что инженерные сети, возведенные на средства 11 квартала, принадлежат дольщикам. Однако, когда они запросили выписку из реестра, выяснилось, что сети принадлежат другому юрлицу. Я так люблю такие истории, и человек пошел на повышение, как бы, ну, а что, если талантлив, почему не пойти, да? Как могло такое случиться, что к участию в госпрограмме допустили застройщика, который вообще никогда не строил жилье, не добивают жители, у нас отняли не только квартиры, но и веру в справедливость. Дольщики на митинге потребовали предоставить им документы по аудиту и выводу инженерных сетей. Но это уже практически бесполезно. Ясно, что денег нет, достраивать жилье некому, и только бюджетные вливания могут спасти кучу обманутых по госпрограмме дольщиков, и в данном случае это представляется справедливым. Именно государство гарантировало жилье по федеральной программе. Ну, я так понимаю, это речь о программе «Жилье для российской семьи», потому что участники митинга стояли с плакатами «Жилье для российской семьи». И надо отметить, что молодцы те, кто организовал эти митинги, потому что, ну, это, скажем так, небывалый случай для Уфы, когда порядком там 1000 человек пришли на митинг. Ну, хотя, конечно, понятно, 400. Речь идет о собственном доме, о доме, в котором будут жить их дети. Лили, вы когда-нибудь покупали квартиру? Дважды. Вы обманывались? Это замечательная история, когда я, приехав в Уфу, увидела газеты тиражом 100 тысяч тираж газеты, и увидев эту газету, я поверила человеку, который когда-то работал вице-президентом известнейшего в Уфе банка, который организовал кооператив, и мы приехали с супругом в Уфу с деньгами на руках в размере 2-комнатной квартиры в Уфе, но моя женская жаба меня подвела и захотела 3-комнатную. Остались без копейки. Вы сами виноваты или нет? Вот как вы считаете, государство виновато, вы виноваты? Я виновата, что поверила в этого человека. Государство виновато, что оно не проконтролировало компанию или учреждение, лицензию, которым они давали. Но в данном случае я могу сказать, как уже и достаточно бывалый в этом деле человек, понятие ЖСК, именно вот кооперативы, это очень сложная вещь. С этим нельзя без помощи юристов приобретать. Ну, так обратитесь к специалистам, да? Да, обращайтесь к специалистам обязательно. Есть замечательные сейчас в Уфе компании, не буду их рекламировать, которые даже могут дать вам оценку будущего приобретения. Слушайте, а давайте поставим вопрос на голосование. Давайте. Кто больше виноват? Ну вот по-настоящему, вот в этих всех историях. Кто без больше обид виноват? Участники митинга, речь вообще не о вас. Кто больше виноват? Сами люди виноваты, да, которые хотят там сэкономить, экономят на том, чтобы обратиться к специалистам и так далее. В общем, большая вина, большая доля ответственности лежит на самих людях. 262, 72, 47. Вы знаете, нет. Люди не обязаны в этом во всем разбираться. Все должно контролировать в этом смысле государство. И главная вина именно на государстве. 262, 72, 48.
Голосование. Процесс пошел. Понятно, что виноваты все, как всегда, да? Но кто виноват больше, на ваш взгляд? Сами люди виноваты. Но, откровенно говоря, надо проводить аналитику какую-то. Страдает Если больше сами всего не умеете, покупатель. обращайтесь, да, к специалистам. 262-72-47. Главная вина все-таки на людях. 262-72-48. Главная вина во всех этих историях все-таки на государстве. 262-72-48. Да, Лилия? Да я просто хотела добавить, что в основном-то страдает не тот, кто продавал, а тот, кто купил, соответственно. Вот. А в части моего прежнего приобретения человек абсолютно здравствует, все у него хорошо, и более того, даже продолжает заниматься продажей недвижимости. Серьезно? Серьезно. Ну, видите, как бывает. А куда деньги тогда делись? Ну, как-то кто-то выяснил, нет? Те, кто уже знает, что такое кооператив при приобретении жилья, знают, что подавать в суд на кооператив практически невозможно, потому что вы являетесь членами кооператива. То есть сам на себя да. вы в суд не подадите. А председатель кооператива – это чаще всего просто избранная якобы должность, которая просто регулирует ваши приобретения, очереди, покупки, ваши будущие отношения с управляющей компанией. А куда ушли деньги в итоге? Ну, как сказали мне в МВД, человек уехал. Там было два партнера. Один остался, и он как бы перевел стрелки на того человека, а второй просто умчался. 262-72-47. Люди сами виноваты. Ну, нужно как-то к таким серьезным покупкам относиться более ответственно, консультироваться со специалистами и так далее. 262-72-48. Номер телефона для тех, кто считает, что если есть какая-то доля вины людей, то минимальная. Большая здесь вина государства, которое не может там наладить такую систему, чтобы здесь труднее было обманывать, там, вот так вот брать деньги и уезжать. 262-72-48. Безумно хотелось бы узнать, что происходит сейчас в Росреестре после того потопа, потому что, мне кажется, там огромное количество плавающих, ну, раньше это называли ордера, сейчас я уже не знаю, как все эти документы. Если пострадали компьютеры, если пострадала документация, если она плавала, то вот хотелось бы знать, как там сейчас дела-то обстоят. Ну, да, кстати. Узнаем, что куда денемся. Я предлагаю остановить голосование, чтобы потом не отвлекаться на эту тему. И у нас следующие результаты. Так, падают голоса еще. Сейчас я надеюсь, что сейчас все остановится и все заработает у нас. Так, следующий результат. Округлю. 90% наших слушателей считают, что здесь вина государства. И только 10% считают, что это люди должны сами думать, куда они отдают свои деньги. В общем, слушатели «Эхо Москвы» практически единодушны в том, что вина государства здесь довольно серьезная, большая, по крайней мере, чем тех людей, которые эти деньги давали. Я надеюсь, этот эфир слышит мой супруг. Видишь, я не виноват. По крайней мере, так считают люди. По крайней мере, так считают люди, да. Что еще пишет Уфимский Меридиан? Вы знаете, тут такое дело. Мне кажется, что газета «Уфимский Меридиан», равно как и газета «Аргументы недели», они наткнулись на какой-то выброшенный, или наоборот не выброшенный, а где-то спрятанный архив МВД с какими-то делами, потому что здесь сразу несколько статей про то, какие громкие дела были когда-то в Уфе. Например, платиновая Уфа, так называемая. То есть провинциальная Башкирия какое-то время была главным поставщиком платины для контрабанды в СССР. Только сегодня рассекречены громкие подробности этого дела, в котором смешались разгильдяйство, жадность и коррупция. То есть одно, да? Потом изнанка убийства главы, страница истории башкирской милиции. Как 9 марта 1994 года во дворе своего дома был убит глава администрации Дертюлей Разиль Мусин. По существу это первое раскрытое заказное убийство в России. Преступление было вызовом хозяину республики Муртазе Рахимову. Мало кто знает, что оно было раскрыто почти сталинскими методами, и тут, соответственно, целый исторический детектив. В общем, если вы поклонники этого жанра, то, пожалуйста, у вас тут прям две статьи. Одна в Уфимском Меридиане, а другая в «Аргументах недели». Ну все, наверное, с печатной прессой. Давайте перейдем к непечатной прессе. Здесь, кстати говоря, пишут... Кстати говоря, помимо исторических уголовных дел, у нас сейчас друзья, очень много актуальных, известных уголовных дел. Как раз одно из них вчера должно было рассматриваться в Демском суде, именно в Демском. Да? Вот мы тут как раз выясняли, не перенесли, все перенесли. Так вот, должно было слушаться дело о неуплате налогов на 3,7 миллиона рублей бывшим замглавой администрации Уфы Александром Филипповым, но заседание практически не состоялось. Ну, то есть все пришли, но в итоге прокурор сказал, что там нарушены сроки
и нужно перенести. То есть не прошло 5 дней после того, как было назначено предварительное заседание. Это очень странно на самом деле. Ну, то есть на предварительном заседании, да, назначают следующую дату. Все говорят, всех устраивает. А потом прокуратура приходит и говорит, подождите, так сегодня еще рано проводить, потому что еще сроки не... А все таки, ну да, и разъезжаются. Я что-то, наверное, не понимаю, но мне кажется, когда предварительное заседание, они что, не знали, что такие сроки? Природа в Деме очень красивая, Максим. Я был там. Я был, более того, в Демском суде. Это не просто суд, а там как не дворец правосудия, дом правосудия, по-моему, потому что дворцом это никак не назовешь. Барак правосудия, можно даже сказать. Такой, там действительно какое-то такое старое здание переделанное. И как-то там все очень странно. Ну, окей. Решили перенести, ничего страшного. Но после заседания Александр Филиппов, в общем-то, как рассказала мне Даша Кучеренко, был довольно словоохотлив. Даже немножко так потроллил журналистов, сказал, что у вас тут все неинтересно так. Последнее время что-то писать, что ли, вам не о чем. Но в итоге он сказал следующее, я цитирую по mkset.ru. Уголовное дело основывается на показании одного человека, который требовал от меня совершить незаконные действия в момент, когда я находился на должности. По такой схеме можно обвинить кого угодно. Никаких больше доказательств, кроме его слов, нет. На мой взгляд, абсолютно доказательств никаких нет. Мы знакомились с делом, кроме свидетельств одного человека, других никаких доказательств нет. Я цитирую. Вот так и, значит, это какие ваши доказательства должны были мы сейчас включить отрывок из фильма «Красная жара». Но не будем делать. Ну, надо сказать тогда, что... Нет, в Уфимском райсуде, смотрите, да, в Уфимском райсуде. Уфимский районный суд он называется, но это, естественно, расположение в Деме. Не знаю, как произойдет 18 сентября следующее заседание, подготовится обе стороны или нет, но, по крайней мере, встреча журналистов на том же месте в тот же час, 18 сентября. Да, кстати говоря, я, знаете, просто что отмечу, я просто помню, как адвокат Александра Филиппова у нас была в эфире по телефону, когда все эти следственные действия начались, активные, она обращала внимание на ту вещь, что вышли сроки давности. И после истечения срока давности у меня вот даже есть, я не знаю, может быть, на самом деле Александр Филиппов не платил какие-то налоги и там что-то совершал. Но если срок давности истек, как-то какой-то правовой нигилизм, если срок давности истек, а дело все равно возбуждают. Это на мой дилетантский взгляд. Надо сказать, что еще идут развитие событий по другому громкому делу, которое было вот недавно, этот самый взрыв. И тут я, Лилия, вам передаю слово. Действительно, очень интересно развивается событие удивительным образом по взрыву автомобиля, который принадлежал помощнику известного адвоката. В результате этого страшного происшествия пострадал Сергей Кожевников, подчиненный Николая Чемчука, который, кстати, тоже в прессе утверждал о том, что никаких угроз в адрес его подчиненного не было, и тут интереснейшее событие. 10 сентября Николай Чемчук, выходя из гостиного двора, был арестован очень так, знаете, по-художественному, с криками «Внимание, работает ФСБ», с закрутом рук и так далее. Чемчук арестован. Следствие утверждает, что они напали на след уголовного дела, закрытого в 2010 году. То есть у нас, вот как говорим мы о прошедших делах, да? В 2010 году было закрыто дело по даче взятки. Неизвестно, Чемчук брал взятку, или он давал взятку, или он был свидетелем. Он якобы давал взятку там, сотруднику полиции, чтобы тот там что-то поменял. Да, ключевое слово здесь якобы, потому что в итоге закрыто было дело. Дело было закрыто, но адвокат адвоката, как мы закрутили, адвокат Алексей Заликман утверждает, что, скорее всего, его подопечный или его клиент, в данном случае коллега, был арестован для того, чтобы с него, не по-сталински, но все-таки выявить информацию в отношении заказчиков преступления, о котором мы с вами говорим, о взрыве автомобиля. Как на самом деле все это произойдет дальше, неизвестно, но, размышляя сегодня утром над этим событием, у меня прям какой-то, знаете, цифровой кроссворд складывался в отношении цифр. 100 тысяч – это Уфа и дача взятки Николаем Чемчуком. Якобы. Якобы. 600 тысяч евро – это Никита Белых, губернатор. Якобы. Молодец, тоже, Максим. Да. Никита Белых, губернатор Кировской области. И по утверждению Игоря Сечина, якобы $2 миллиона вымогал у него Алексей Улюкаев. И вы знаете, вот как говорят, мне просто это географически понравился этот цифровой кроссворд. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, потому что, Уфа пока, вот знаете, вот мы даже ради 100 тысяч можем положить лицом в землю адвоката. 100 тысяч было давно. Да. 100 тысяч было давно, да. Хорошо. Это во-первых. А может быть, мы за это время уже Максима сегодня нагнали. какой-то исторический экскурс, он вспоминал утром, сколько стоил доллар в каком году?
Во время правления... Это подсказка сейчас. Нет, да? стоп, никаких подсказок. Хорошо. Это сейчас мы сейчас все выдадим, мы себя выдадим. Ни в коем все, случае. Не будем обсуждать? Да, на самом деле, если говорить, конечно, об этом деле, тут на самом деле две вещи. С одной стороны, может быть, Николай Чемчунг действительно этим событием привлек к себе внимание там, в полиции или в Следственном комитете, посмотрели старые дела и сказали, слушайте, так там же все четко и понятно. Да, надо брать по старому делу. А вот другая версия, о которой, кстати, «Коммерсант», да, вот так тоже довольно активно писал, что просто у полиции такие методы расследований. Как бы им кажется, что какой-то человек что-то знает, но он по какой-то причине не хочет им рассказывать. А давайте тогда какое-нибудь возьмем дело, на него возбудим или старое возобновим, задержим его, и там он нам все расскажет. Он расколется. Я даже не буду спрашивать, какую из этих версий вы верите больше, потому что, что гадать нам, да? Но, к сожалению, вот меня что расстраивает в этой ситуации? Когда такую схему рассказывают, она нас не удивляет. Мы все такие, наша полиция так умеет. Мы все смотрим боевики, полицейские то же самое. Да, наш Следственный комитет, наверное, так умеет. И у нас это не вызывает какое-то, знаете, такое, разве такое возможно? Вы знаете, меня уже не вызывает удивление просто присутствие в России комитета по расследованию пыток. По предотвращению пыток, да, они по-разному там называются, потому что их там периодически призывают... Убрать слово «пытки» и поменять на что-нибудь другое. Нет, их признают этими иностранными агентами периодически, тем самым показывают, что пытки – это официальная политика наших властей. Да. Я, знаете, что еще хочу сказать по поводу материалов, которые есть на других сайтах. Например, на ПроУФУ есть материал, который называется «Фейерверк будет, но небольшой». Власти Башкирии снова урежут расходы на День Республики, и председатель оргкомитета по подготовке ко Дню Республики Константин Толкачев заявил о сокращении расходов на празднование главного государственного праздника. Надо сказать, что у нас вот тоже эта новость есть, я вижу, и есть ссылка на сайт Курултая. И здесь смотрите, какая речь, которая тронула меня просто до глубины души. Господин Толкачев говорит: День Республики – большой государственный праздник. Это день нашего многонационального региона, единения и согласия народов, проживающих в нем. Праздник будет организован на высоком уровне. Традиционно во всех городах и районах пройдут торжественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, будут работать ярмарки, украшенные улицы, площади и здания. Хотелось бы, чтобы максимальное количество граждан было вовлечено в него, участвовало в мероприятиях. В то же время хотим уйти от излишней помпезности и чрезмерной траты средств. Бюджет, из которого финансируются подобные мероприятия, принадлежит всем жителям республики. И многим не нравится, когда деньги выбрасываются на ветер путем продолжительных фейерверков и приглашения звезд отечественной и международной эстрады. Хорошо выступить, зарядить людей праздничным настроением вполне могут и популярные творческие коллективы республики. Заканчиваю я эту замечательную цитату. Этот праздник проводится для жителей Башкортостана, а не для тех, кто привык зарабатывать на праздниках. И знаете, что я хочу посоветовать господину Толкачеву и вообще, в принципе, оргкомитету празднования Дня Республики? Я предлагаю привлечь Конгресс башкирского народа. Они с удовольствием подключатся. У них есть артисты, которые туда входят, они будут выступать. Организацию «Башкорт». Открытую Россию, кстати, тоже можно привлечь. Предложить штабу Навального, если они найдут время. Они очень заняты, но, может быть, и они найдут время. То есть привлеките всех жителей республики. Особенно тех, которые как раз хотят проводить массовые мероприятия, но вы им запрещаете. Предложите им провести День Республики. Я уверен, что тот же там Башкорт или тем более Конгресс башкирского народа справится с этой задачей просто блестяще. А вам не придется там, соответственно, их... Тратить наши деньги. Да, тратить деньги и так далее. Другое дело, что, конечно, вдруг вам придется их там как-то разгонять или что-нибудь в этом духе, но это уже совсем другая история. Мы сейчас уйдем на московские новости, а после московских новостей послушаем уфимские новости. Кстати, не забывайте о голосовании. Каком? Цитата «именинник». Это не голосование, а ответы на вопросы. Да. Вы подсказали, что это именинник, но мы после новостей уже объявим, кто у нас, кого мы загадали. 7 часов 30 минут в Москве. В студии Александр Климов. Новости.
Власти США запретили госучреждениям пользоваться продуктами лаборатории Касперского. Как говорится в сообщении Министерства внутренней безопасности США, программное обеспечение российской компании обеспечивает широкий доступ к файлам повышенной секретности и может быть использовано для кибератак. Михаил Саакашвили объявил, что прибудет в Киев во вторник, 19 сентября. До этого он планирует побывать еще в нескольких украинских городах. «Надо Киев срочно спасать», сказал экс-губернатор Одесской области, выступая в Черновцах. Саакашвили лишен украинского гражданства, но на днях вернулся на Украину, прорвавшись со своими сторонниками через погранпункт. По факту незаконного вторжения в страну возбуждено уголовное производство. В Волгограде завершили расследование дела координатора штаба Навального Алексея Волкова. Его обвиняют в реабилитации нацизма из-за публикации картинки с монументом «Родина-мать», испачканным зеленкой. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В Екатеринбурге хотят организовать премьерный показ фильма «Матильда». Руководство кинотеатра «Салют» пригласило режиссера Алексея Учителя и съемочную группу на премьеру. Но пока неизвестно, смогут ли они приехать. В широкий прокат в России фильм выйдет 25 октября. В «Салюте» билеты появятся уже на этой неделе, рассказал директор кинотеатра Сергей Федяков. «Матильда», который уже понимает таких событий, которые развернулись вокруг него, ожидаем, и в прокат выйдет только 25 октября. С четверга наверняка в кинотеатрах откроется предварительная продажа билетов на этот фильм. А в режиме организации премьеры мы стараемся провести раньше в Екатеринбурге. Соответствующие запросы мы направили. И если у Алексея Учителя или там у съемочной группы у кого-то такая возможность появится приехать лично представить этот фильм, мы будем очень рады и дополнительно проинформируем по дате, когда эта премьера может состояться. Против фильма Алексея Учителя возражают православные активисты. Ледоруб, которым убили Троцкого, впервые за 78 лет покажут публике. Этот экспонат пополнит Международный музей шпионажа в Вашингтоне в следующем году. Как пишет «Гардиан», орудие убийства в последний раз демонстрировалось публике в 1940 году на пресс-конференции в Мехико. Потом, сменив нескольких владельцев, ледоруб оказался у американского коллекционера Кита Мелтона. Теперь он передает свою коллекцию музею в Вашингтоне. В Москве сейчас 17 градусов, днем 19-21, местами небольшой дождь. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. В конце недели днем на «Эхе Москвы» в Уфе Салават Хамидуллин рассказывает об истории башкирских родов, об этнографии и о людях, о документах и о легендах, о корнях и о современности. Слушайте по пятницам в 14:35. Сегодня гостем программы «Персонально ваш» будет общественный деятель Азамат Галин. Вопросы гостю присылайте на номер +7 927 304 10 51. Слушайте эфир на «Эхе Москвы» в Уфе после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Доброе утро. На «Эхе в Уфе» новости, в студии Милюша Латыпова. Накануне судья Уфимского районного суда перенесла слушание по существу уголовного дела бывшего вице-мэра Александра Филиппова на 18 сентября. Напомню, Филиппова обвиняют в неуплате подоходного налога при продаже фирмы «Авториал». Показания на него дал человек, которого следствие считает фиктивным собственником компании, а также покупатель «Авториала». Вчера в суде Филиппов заявил журналистам, что свою вину по уголовному делу не признает и считает версию следствия недоказанной. Также Филиппов и его защита пояснили, что считают само возбуждение дела незаконным, так как срок давности по инкриминируемому ему составу истек в 2014 году. В республике 73% родителей школьников выбрали добровольное изучение башкирского языка и около 8% отказались. Об этом Башинформу сообщила министр образования региона Гульназ Шафикова.
По ее словам, в министерстве будут совершенствовать методику преподавания башкирского языка, вводя современные формы для того, чтобы уроки стали интересными. Также, по данным портала, Шафикова отметила, что добровольное изучение языка не означает его уничтожение. Это как раз-таки повышение мотивации в изучении того языка, который ты считаешь родным. Это очень большое расширение возможностей, цитирует Шафикову Башинформ. Напомню, ранее президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре и Рособорнадзору проверить, насколько добровольно идет изучение родных языков в регионах России. Доклад должен быть представлен до конца ноября. Спикер Курултая Константин Толкачев заявил, что Башкирия при праздновании Дня Республики 11 октября должна, цитирую, «уйти от излишней помпезности и чрезмерной траты средств». Об этом сообщается на официальном сайте Госсобрания. Толкачев возглавил Организационный комитет по подготовке и проведению Дня Республики в текущем году. По словам спикера, многим жителям республики не нравится, когда деньги выбрасываются на ветер путем продолжительных фейерверков и приглашения звезд отечественной и международной эстрады. Этот праздник проводится для жителей Башкортостана, а не для тех, кто привык зарабатывать на праздниках, отметил Толкачев. Через несколько дней уфимские инженерные сети будут готовы подать отопление в дома и квартиры жителей столицы. Об этом сообщает Медиакурсеть. Так, по данным портала, уже готовы к подаче тепла более 1000 домов, а также около 200 зданий детских садов, школ и больниц. Напомню, что по законодательству подача отопления в жилые помещения начинается при снижении температуры воздуха ниже плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. В Уфе до 25 сентября на время ремонта закроют Армавирскую улицу. Как сообщают в мэрии, движение транспорта будет запрещено на участке от улицы Зайнабишевой до Пугачева. И о погоде. Сейчас в столице плюс 12, ясно. По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем плюс 20, вечером плюс 22. Милюша Латыпова, служба информации, Эхо Москвы в Уфе. С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте! Продолжаем нашу программу. Максим Курников, Лилия Клюковская. Мы в эфире. Номер для СМС +7 927 304 10 51. Мы задавали вам вопрос. И вопрос, в общем-то, легкий, как мне казалось, но не так много правильных ответов. Есть неправильные, кстати говоря. Может, вторую цитату зарядить? Не, давайте уже дадим. Уже дадим, тем более, давайте. что есть победители. Есть вот Ильдар, например, я точно вижу. Я видел, что Индира тоже правильно отвечала, но я не вижу почему-то ее смс-ки. Ну, найду. Я видел точно, как минимум. Да, вот вижу. Еще раз цитату, Лилия. «Жалко людей, которые оказались заложниками бездарных политиков, которых они не выбирали». Есть версия, что это, например, Ходорковский. Вы знаете, нет, это не Ходорковский. Вы знаете, это хуже, чем Ходорковский. Или, наоборот, лучше, чем Ходорковский. Это Дмитрий Медведев. Ну, правда, говорил он про Украину, а не про Россию. Но, тем не менее, я думаю, что многие узнали, но вот немногие... Тут не все написали, как минимум, да? Но смотрите, на самом деле, почему Медведев, почему мы его загадали? Потому что сегодня у него день рождения. С чем мы его поздравляем. Кстати говоря, Медведев мой самый любимый президент. При нем сборная России по футболу заняла 3-е место на чемпионате Европы. Как его за это не любить? Скажите, Лилия. Даже за фразу «не нужно никого стесняться, а нужно смело ввязываться в драку» настоящая мужская фраза. Ну нет, на самом деле он же сказал это в контексте. Ну, конечно, мы всегда журналисты выдираем из контекста. Конечно. Ну и победители получат у нас журнала «Дилетант». Спасибо всем, кто ответил правильно, а неправильно, так тем более. Вот человек не знает, а пытается угадать. Это всегда ценно. Давайте немножко еще о Дне Республики поговорим, потому что... Потому что это праздник. Потому что это праздник. Выходной. Все впереди, да, у нас тут будет. Но вот все-таки, потому что это праздник, точка. Или просто выходной. Точка, или так, запятая, или что. Вот давайте по-честному, дорогие друзья, для вас День Республики это скорее вот важный праздник, ну, для вас как-то вот, это скорее праздник, или это скорее выходной? Понятно, что это и то, и другое. Но для вас лично скорее праздник 262 72 47. Для меня это скорее просто дополнительный выходной. Для меня не несет никакой смысловой нагрузки этот день 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Для вас День Республики
это скорее важный праздник. Ну, какой праздник, может быть, и не важный, но праздник, он несет определенную смысловую нагрузку для вас. 262 72 47. 262 72 48 для вас это скорее выходной просто. Ну, вот возможность поспать или там поехать. Если вдруг погода хорошая, да, куда-нибудь съездить, может быть, или сходить. 262 72 48. Лилия. Да, Максим. Мне это простительно. Для меня это даже не выходной. Для меня это даже не выходной, потому что как только я здесь попадаю на какой-то выходной, который в другой части России не выходной, тут же еду в другую часть России и работаю. А для вас-то как? Ну, для меня это личный праздник, хотя бы только потому, что практически совпадает с днем моего бракосочетания, и поэтому наш выходной день, он такой вот реально праздничный день. Но он не связан с Днем Республики, так же, как я не праздную День города. Подобные мероприятия для меня просто обычные выходные дни. Чаще всего я уезжаю из города, и, соответственно, я не вижу всех этих фейерверков и всего остального. 262 72 47, номер телефона для тех... какое активное голосование. Я даже не думал, что эта тема, казалось бы, такая легкая, может вызвать такую активную реакцию. 262 72 47, номер телефона для тех, для кого это важный день какой-то. Это действительно праздник, да? Он несет определенную смысловую нагрузку. 262 72 48, номер телефона для тех, кто считает, что просто выходной. Ну, никакой особенной смысловой нагрузки для вас нет. Вот, и хотя я как раз человек, который даже не отдыхает в этот день, да, а поедет работать, я-то как раз считаю, что такие праздники очень важны. Они вот про эту самую региональную идентичность во многом. Да? Мне кажется, что это такой очень хороший способ сделать что-то очень интересное. Другое дело, пользуются власти этим или не пользуются, грамотно или неграмотно. Но вообще можно было бы, конечно, это сделать... по-хорошему, должен быть день, когда в республику должны все хотеть приехать. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть это какой-то праздник, вот ради которого всем хочется приехать именно в Уфу, даже там взять какой-нибудь, я не знаю, отгул на работе в Москве, сесть на самолет и прилететь, потому что здесь будет вот в этот момент лучшая точка России, самая веселая, самая, я не знаю, интересная, самая культурно насыщенная и так далее. Ну, я так себе представляю. Но я ведь наивный дурачок, я могу ошибаться. 262 70... Тут вот, например, Толкачев говорит, не надо никаких там особенных праздников. Наши коллективы выйдут, сыграют, все нормально будет. 262 72 47, номер телефона для тех, кто считает это важным днем, праздником. 262 72 48, номер телефона для тех, кто считает, что это просто выходной день. 262 72 48, по крайней мере, вот сейчас. Голосуем буквально еще 10-20 секунд и подводим итоги голосования. Я только скажу, что мы когда тут говорили про то, как можно проводить День Республики, про то, что сказал председатель Курултая Толкачев, что не нужны нам никакие вот эти там артисты, которые зарабатывают на этом деньги. Мы сами своими силами справимся. Мы, соответственно, предложили привлечь какие-то оппозиционные силы, особенно так, да. Да, у них есть шанс показать, как будет при их власти. Смотрите, как мы умеем проводить праздники. Особенно как раз ориентированный на национальную тематику, да, привлечь к этому делу. Мы вспомнили отрывок из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», потому что такое ощущение, что это сказано буквально про такое празднование Дня Республики. Ваше Высочество, сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. А где наша гвардия? Гвардия где? Очевидно, отходят с флангов. Спасибо большое нашему звукорежиссеру Никите Полянину, который у нас все так оперативно успевает делать. Я, знаете, только скажу, что здесь Индира, например, пишет. Она пишет, что сомневается, что Башкорт и Конгресс Башкир согласятся на мое предложение. Ну, я, конечно, шучу. Тем более, что, кстати, мы сейчас спросим у них. У нас будет такая возможность. Мы должны скоро вводить как раз на связь представителя организации Башкорт. Но она, Индира, да, продолжает. День Республики для многих, в том числе для меня, 23 марта. Потому что именно 23 марта 2019 года образование автономии. Ну что? Я бы еще, знаете, что хотела добавить? Когда мы приглашаем московских звезд, причем там молодых каких-то малоизвестных звезд, я всегда удивляюсь. Праздник Республики — это все-таки вот как раз, в какой-то мере такой неофициальный день языка. Ну так и пойте на башкирском, играйте башкирские песни, танцы. Что ж вы приглашаете-то, я не знаю, там,
Алсу, которая споет на одну единственную песню на башкирском языке. Ну, почему нет? Это же республика, в которой живут разные люди, и понятно, что... Согласна, но все подобные мероприятия проходят поздним вечером, на площадях, а на следующий день нужно идти на работу. Слушайте, ну, не знаю, вот спорно для меня, но давайте тогда просто поставим на голосование. Во-первых, подведем итоги этого голосования, и они меня, честно говоря, удивили, если не сказать шокировали. При том, что голосование очень активное, да? 90% наших слушателей не считают этот праздник праздником, для них это просто выходной. И только 10% слушателей «Эхо Москвы» в Уфе согласны, что это важный праздник, какой-то день, который несет для них какую-то смысловую нагрузку. Тогда давайте поставим вопрос на голосование по поводу того, как организованы будут празднества. Согласны ли вы, что действительно надо бы сэкономить в этом году на фейерверках, на дорогих артистах и обойтись, что называется, поскромнее, маленьким фейерверком и небольшими какими-то выступлениями местных коллективов. 262 72 47. Да, действительно, сэкономить хорошая идея, согласен с Толкачевым. 262 72 48. Нет, не надо экономить. Нужно, как говорится, по-настоящему отмечать, иначе что это за праздник? 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. 262 72 47, номер телефона для тех, кто согласен с Толкачевым, надо сэкономить. 262 72 48, нет, все-таки это, в общем, признак в том числе того, насколько мы тут республика или так себе, какой-то обычный регион России, понимаешь. Нельзя экономить на таком дне. 262 72 48. Но я так понимаю, что Лилия здесь согласна с Толкачевым. В этой ситуации я с ним согласна. Ну, то есть надо своими силами обходиться. А вот Любовь не согласна. Любовь нам пишет сейчас. Должен быть большой фейерверк, иначе не праздник. А на Новый год опять фейерверк. А на День Победы опять фейерверк. А иначе не праздник. Ну, уже говорят. Если нет фейерверка, значит не праздник. Алексей пишет, зачем экономить все, что нужно, уже украли. Ну, Алексей, ну зачем вы так плохо думаете? Еще не все. Еще недалеко не все. И мы очень богатая республика, и у нас очень много чего есть. У нас в истории платина. В актуальности нефть. Да. Быстренько еще прям голосуем, потому что у нас еще есть несколько тем, которые нам хочется успеть обсудить. 262 72 47, номер телефона для тех, кто считает, что это правильное решение, действительно сэкономить бы на этом дне. 262 72 48, нет, ни в коем случае экономить на этом дне не надо, наоборот, нужно вот как-то провести его масштабно и хорошо. 262 72 48. Ну, вот еще 10 секунд, и я останавливаю голосование. Любовь пишет, да, нужно, может быть, экономить, нужны свои артисты, но большой фейерверк все равно нужен. Вот Любовь любит большие фейерверки и, в общем, себе в этом не готова отказывать. Останавливаю голосование, и у нас обратная получилась история. Смотрите, ну, то есть, в общем-то, обратная только потому, только потому, что у нас там, то, что первым столбиком было скорее сторонники экономии, да, и у нас получилось, что 80% наших слушателей согласны с таким решением и считают, что правильно, да, не нужно тратить сильно много денег на празднование Дня Республики. И 20% считают, что нет, это важный день, и надо бы его праздновать по полной программе. Ну, а мы переходим к другим массовым мероприятиям. И для этого мы будем созваниваться как раз с одним из участников движения «Башкорт», Русланом Габасовым. Дело в том, что у них происходит какая-то интересная свистопляска с мероприятием, потому что, с одной стороны, говорят, что вроде не согласовывают, с другой стороны, вроде бы согласовывают им на другую дату. Плюс ко всему, параллельно появилась информация вот, например, на ПроУФУ, о том, что учителей там как-то организовывают в этот день на всякие методические мероприятия для того, чтобы они лишний раз лучше бы там никуда не ездили, да? Ну, давайте мы оденем наушники, Лилия, да, иначе мы не услышим Руслана. Руслан, доброе утро. Доброе. Руслан, расскажите, пожалуйста, в двух словах историю подачи своих заявлений на проведение митинга в защиту башкирского языка. Каких заявлений? Ну, вы же согласовываете акции? Ну, смотрите, вот на 16 сентября не подавал не я. Ага, а кто подавал? Ну, подавал, скажем так, наш человек, который также переживает за башкирский язык. Так. Он подавал уведомление. Это уведомление... Что это уведомление? Ответ. Так. Получили ответ. Что было в ответе? Нас просят перенести дату
Мы отказались. Почему? Потому что нас не устраивает другое время. По закону мы имеем право проводить это, так как отказа не получили. То есть вам должны были предложить либо другое место, а не другую дату, правильно? Либо согласовать. В федеральном законе 54 о митингах, там о дате вообще слова нету. Там есть либо место, либо время в этот же день. Вот. Поэтому, соответственно, в соответствии с законом, с этим, наша акция согласована. Как вы считаете, по крайней мере, да. А что за... Это считает так закон. Да, хорошо. А что по поводу 24-го? Почему вас не устраивает эта дата? 24-го, насчет 24-го, это совсем другое, скажем, другое мероприятие, которое никак не относится к этому. И на сегодняшний день мы не комментируем по поводу 24-го. Во-вторых... А что значит не комментируем? Ну, вы подавали эту заявку на 24-е? Да, там другие цели заявлены или эти же цели? Пока не комментируется никак данные. Вы понимаете, что когда вы так вы не отвечаете на вопрос, то вы таким образом, в общем... Загадка. Да, портите имидж немножко по своим мероприятиям. Когда вы идете с открытым забралом, да, то есть все понятно. Нет, подождите, у нас сейчас конкретная есть дата 16 сентября. Все, вот давайте на ней. То, что будет 24-го, давайте это потом. Нет, то, что 24-го можно, конечно, не комментировать, но хотя бы сообщить, а что в уведомлении? Без комментариев. Просто что в уведомлении? Что там в уведомлении? Также защита башкирского языка. Ага, то есть то же самое. Я вот что хочу понять. Вот еще в один из дней, в будний день, будет проводиться мероприятие Конгрессом башкирского народа. В общем-то, цели мероприятий похожи. Они не идентичны, но похожи. Почему вы не хотите объединиться и проводить это вместе? Потому что у Конгресса башкирского народа тема немножко другая. Все-таки там они против Хамитова, за отставку Хамитова. Так. Вот, и там очень расширенная такая тематика, и привлечены очень многие различные силы, там и дольщики, и Кронашпан, то есть и спорт, спортсмены, то есть там для языка, скажем, будет очень мало уделено времени. Вы боитесь, что ваша тема затеряется там? Да. Но если... Понимаете, насчет языка очень так сильно сегодняшний день в республике все нагрето, поэтому, чтобы обсудить и решить этот вопрос, для этого недостаточно какого-то маленького времени в большом митинге. А вообще вот ваши организации, Конгресс башкирского народа и Башкорт, вы скорее союзники, вы скорее конкуренты, вы идете просто параллельно друг с другом не общаясь. Как это все происходит? Точно не конкуренты, конечно. У нас схожие цели, схожие проблемы. Но и просто у них более широкие, скажем так, они охватывают всю сферу в Республике Башкортостан, там и экономическую, то есть а у нас более узкие. Руслан, а вы ставите какие-то политические цели, или ваша задача здесь вот такая, чисто, скажем так, лингвистическая, да, и образовательная? Вы именно про что? Про митинг? Про ваш митинг, да. Про ваш митинг, который вы говорите, будете проводить 16 числа. Наша цель вернуть башкирский государственный язык на тот уровень, который он должен быть по Конституции, по законам. То есть он должен быть равноправным с русским языком, с русским государственным, потому что он ничем не ниже русского государственного языка. Поэтому он должен быть равноправный, преподаваться в равных объемах. Вот это наши цели. То есть мы требуем уважительного отношения к башкирскому языку, требуем прекратить преследование, давление на родителей, на учителей. Понятно. Да, спасибо большое. Я напомню, это был Руслан Габасов, представитель организации «Башкорт», который не захотел нам рассказывать, почему есть две даты, 16 и 24. Вот как-то такая позиция. Ну, окей, это его право, в общем-то. Спасибо, что вышел с нами на связь, по крайней мере. Я предлагаю тогда продолжить тему башкирского языка, потому что мы говорили, что первые 2 недели мы дадим возможность нашим слушателям, которые являются родителями, и родителями, и бабушками, и дедушками, понять, что же происходит в их школе с преподаванием башкирского языка. И вот сейчас как раз хотим эту информацию собрать. Дорогие друзья, напишите нам, пожалуйста, смс или позвоните в эфир. Лучше, конечно, смс, +7 927 304 10 51, или по телефону прямого эфира позвоните и расскажите, как у вас в школе это происходит. 216 35 44,
216-35-44. Что у вас в школе произошло? Было ли какое-то родительское собрание по этому поводу? Собирались с вас какие-то заявления или нет? Для того, чтобы мы какую-то картину увидели. А Лилия, как мама как раз школьницы, нам сейчас расскажет, как у них в школе это было. Ну, я бы сказала, что в нашей школе как-то все это спокойно, достаточно тихо прошло, хотя мы не лицей русского языка, но у нас не было даже документов, где мы подписывали бы отказ от башкирского языка или, наоборот, о добровольном его изучении. Меня интересует в большей степени немножко другое, так как я все время люблю какие-то дополнительные выходные. А 16 сентября наши дети пойдут учиться или нет? Или учителя все-таки пойдут на митинг? Потому что пока все это неизвестно. Да, письмо, которое рассылается сейчас по всем школам, подписано еще аж 11 сентября, но на сегодняшний день педагоги пока так и не в курсе. Они пойдут 16 на митинг, или им это заменят на методический день, что тоже для них очень выгодно, потому что методический день – это еще один дополнительный отгул, который педагоги смогут взять. И вопрос другой. Мне интересно, а от кого защищаем мы башкирский язык? Что все-таки с ним произошло? А я вот все-таки хочу понять, сейчас в 11 классе нет языка? В 11 классе нет башкирского языка, по крайней мере, в нашем лицее. Но, насколько мне известно, и родители это сейчас активно обсуждают, и все, кто сидят в социальных сетях, в Фейсбуке, тоже собирают подписи для сдачи экзаменов ЕГЭ на родном языке. И на сегодняшнее утро было порядком 1200 подписей Владимиру Путину по поводу вот этой петиции. Ой, это какой интересный поворот, да? То есть, хорошо, вы не делаете язык государственным, обязательным в смысле, да, один из государственных языков, обязательным для изучения, но тогда разрешите нам, те, кто владеет языком, и те, кто лучше владеет, там, например, башкирским языком или татарским языком, чувашским, арийским, да, лучше, чем русским, сдавать экзамены на своем родном языке. Интересный ход. Ход интересный. А давайте поставим на голосование. Как вам такая инициатива? Разрешить сдавать единый государственный экзамен на родном языке? Да. Почему нет? Пускай будет выбор 262, 72, 47. Нет, ЕГЭ нужно сдавать только на русском. 262, 72, 48. Голосование. Процесс пошел. Слушайте, хорошая идея разрешить сдавать ЕГЭ на родном языке. 262, 72, 47. Нет, нельзя разрешать только на русском. 262, 72, 48. У сторонников этой идеи есть свои какие-то обоснования. Ребенок, который закончил национальную школу, вынужден сам себе быть переводчиком русских заданий. Но тем не менее, я вот сегодня утром думала над этим, над своими знакомыми, те, которые в семье всегда говорят на башкирском языке. Я желала бы позвонить, например, кому-то из знакомых и сказать: переведи мне просто буквально одну фразу. Как посчитать площадь квадрата? Ведь потому что если перевести сейчас русские задания ЕГЭ на башкирский язык, мне кажется, это будет такая неразбериха. У нас в русских-то заданиях очень сложно разобраться. При этом есть еще одна интересная тема для обсуждения. Если мы сейчас обсуждаем вопрос о добровольном изучении башкирского языка, родного языка, 1 час в неделю, то в том же Татарстане, на который мы все время смотрим в качестве сравнения, 4 часа. И более того, коллега Гульназ Шафиковой, Энгиль Фаттахов, на прошлой неделе вообще заявил, чтобы в его кабинет, Энгиль Фаттахов является министром образования Республики Татарстан, он сказал, что в мой кабинет более не заходите с темами на русском языке. Хотите мне что-то сказать, или спросить, или обобщить, или посоветоваться? Говорите со мной на татарском. Это где он такое сказал? Он это сказал своим коллегам, об этом есть тоже в сетях. Ого. Вот. И если вы не владеете татарским языком, у вас есть помощники, они могут вам написать на бумаге. Ну, мне кажется, он погорячился. 262, 72, 47. Разрешить сдавать ЕГЭ на своем родном языке — это хорошая идея. Можно разрешить. 262, 72, 47. 262, 72, 48. Нет, ЕГЭ нужно сдавать только на русском. 262, 72, 48. Я говорил о том, что мы все-таки поговорим о том, как сейчас происходит, что происходит. И вот приходят смс-ки, Яна пишет. На собрании сказали, что башкирский мы изучать будем, так как заявление против изучения мы должны были написать еще в мае. То есть дали понять, что надо потерпеть до следующего мая. Очень интересно. Это очень интересно. Спасибо, Яна, за вашу смс-ку. Если вдруг еще какие-то будут, я прочитаю. Тут много смс на самом деле, но они все касаются скорее не того, что происходит
конкретных школах, а люди просто пишут свое мнение по поводу, там, есть навязывание языка, нет навязывания языка. У нас осталось очень мало времени, да, я предлагаю тогда остановить голосование, подвести итоги и закругляться на сегодня. У нас следующие результаты. Как я люблю такие голосования. 43% наших слушателей считают, что надо разрешить. 43%, почти половина, да? И 57% считают, что нет, ЕГЭ – такая штука, которую надо сдавать только на русском языке, не нужно разрешать сдавать на родных языках. Спасибо всем, кто поучаствовал в голосованиях. Сегодня много писали СМС. Спасибо вам тоже за это большое. Пока. 8 часов в Москве. В студии Александр Климов. Информационная программа «Эхо».